идеи размещения каких-то международных военных, которые бы контролировали соблюдение режима прекращения огня, они появились еще в ходе широкомасштабного конфликта. В частности, и в июле этот вопрос был отражен в соответствующих документах 1993 года. Трехстороннее соглашение о прекращении огня и механизме контроля за его соблюдением было подписано 27 июля 1993 года в Сочи при посредничестве России. Документ предусматривал вывод грузинских войск из Абхазии, ввод международных наблюдателей и миротворцев, а также переговоры под эгидой ООН о полномасштабном урегулировании конфликта. Но условия для введения такого международного контингента были созданы в ходе дальнейших событий. 30 сентября 1993 года абхазским вооруженным силам удалось выйти на государственную границу с Грузией по реке Ингур. В Кадорском ущелье осталась небольшая часть, которая не контролировалась властями Абхазии. В переговорах, которые продолжились после окончания военных действий, обозначили главный вопрос – кто будет осуществлять миротворческую миссию и какой функционал будет у этого контингента. «1 декабря 1993 года в Женеве по итогам первого раунда переговоров о полномасштабном урегулировании грузино-абхазского конфликта под эгидой ООН при содействии России и при участии представителей СБСЕ подписали меморандум о понимании между грузинской и абхазской сторонами. Один из пунктов документа гласил: стороны считают, что поддержанию мира способствовало бы увеличение в зоне конфликта с согласия Совета Безопасности ООН и Генсека ООН числа международных наблюдателей и использование международных миротворческих сил. В ходе второго раунда переговоров было подписано коммюнике от 13 января 1994 года. В документе была обозначена цель миротворческих сил, в задачу которых входил контроль за невозобновлением боевых действий в зоне конфликта. В середине марта 1994 года, я помню, были приглашены в Нью-Йорк в Организацию Объединенных Наций, где шло обсуждение ряда вопросов грузинской стороной. Владислав Григорьевич во главе нашей делегации был там. И мы были свидетелями, как Совет Безопасности обсуждал разные вопросы, в том числе и грузино-абхазский конфликт. Там выступал Шеварднадзе. Там он, в частности, заявил, что миротворческая операция должна проходить на всей территории Абхазии, начиная от Ингура и заканчивая до Псово. Если стороны развести по Ингуру, это получится разделение Грузии на две части. И он там добавил, что с этим предложением согласен президент России Борис Николаевич Ельцин. С таким предложением категорически не согласилась абхазская сторона. По словам Сократа Джинджолия, и в России понимали абсурдность этой инициативы. Было проведено несколько встреч или раундов переговоров в Женеве и в Нью-Йорке до подписания в Москве главных документов. В апреле 1994 года заявление о мерах по политическому урегулированию, четырехстороннее соглашение о добровольном возвращении беженцев и перемещенных лиц. После подписания этих документов Совет глав государств Содружества независимых государств принял заявление о проведении операции по поддержанию мира в зоне грузино-абхазского конфликта. 14 мая 1994 года в Москве был подписан еще один главный документ – соглашение о прекращении огня и разъединении сторон. На основании документа в зону конфликта направлялись миротворческие силы СНГ. Мы согласовали все конкретные вопросы, связанные с проведением этой операции, и абхазская сторона намерена действовать в строгом соответствии с этим соглашением. Дело в том, что войска у нас все готовы. Сейчас вот осталось только в 345-м полку определиться, какой боевой и численный состав они могут выделить. Сейчас занимается генерал-полковник Барынкин там этим вопросом. Вот. И, пожалуй, все. Я считаю, что миссия моя здесь закончена. Доклад президенту, и начинаем действовать. Согласно данного соглашения, планировалось развернуть на территории Абхазии, частично на территории Грузии, коллективных сил по поддержанию мира, где они назывались КСПМ и СНГ. Хотя весь контингент состоял из российских
миротворцев, но при подписании этого соглашения предусматривалось, что примут участие и другие страны. Решение глав государств-участников СНГ об использовании коллективных сил по поддержанию мира в зоне грузино-абхазского конфликта было принято в июне-августе 1994 года. Согласно решению, размещались силы, состоящие из воинских контингентов заинтересованных государств-участников Содружества в количестве от 1,5 до 3000 человек, а также военных наблюдателей сроком на 6 месяцев. При этом исходили из того, что основой коллективных сил по поддержанию мира будет уже находящийся в Республике Грузия в зоне конфликта российский воинский контингент. Миротворцы дислоцируются по рубежам, определенным в Грузино-Абхазском соглашении о прекращении огня и разъединении сил от 14 мая 1994 года. Решение вступило в силу 22 августа 1994. Республика Армения и Беларусь подписали документ с оговоркой о готовности определить участие в данной операции в рамках дальнейших консультаций. Казахстан, Таджикистан и Кыргызская республика заявили о возможности направить группу наблюдателей. Решение не подписано Азербайджанской республикой, Республикой Молдова, Туркменистаном, Республикой Узбекистан, Украиной. По решению суверенных государств, по решению СНГ, больше никакого мандата вообще не нужно. Во-вторых, мы таки добились вчера, после довольно жесткого разговора в Совете Безопасности, резолюции, которая прямо одобряет начало развертывания миротворческих сил. Так что и здесь у нас полный порядок. Поэтому миротворческие силы введены и будут осуществлять здесь те функции и наводить тот порядок, который предусмотрен соглашением. Предусмотрено ли расширение состава миротворческих сил других государств СНГ? Да, мы за то, чтобы решение глав государств, которое уже принято, и будут еще дополнительные решения на следующей встрече глав государств в середине сентября, чтобы они выполнялись, государства СНГ посильный вклад. Те, кто не могут направить свой контингент, пусть даже небольшой, но могут, оказать какую-то другую поддержку, материальную помощь и так далее. Конечно, это операция совместная, и то, что мы начали, и на нас лежит основная доля, так сказать, бремени, это не значит, что все остальные не должны принимать участие. Более того, мы настойчиво и будем еще более настойчиво ставить вопрос не только об одобрении со стороны ООН, а и о разделении материального бремени через создание, как минимум, фонда поддержки. Мы за то, чтобы наблюдатели ООНовские, они вот сейчас взаимодействуют с нашими миротворцами, чтобы они тоже тут свою долю, так сказать, работы выполняли. Одним словом, я считаю, что наша историческая ответственность, историческая роль, и, конечно, за нас этого, за Россию никто не сделает, но в то же время и взваливать все только на Россию и считать, что вот пусть Россия и везет, я бы считал, что это тоже неправильно. Фактически это был российский военный контингент. Там формально была такая возможность, чтобы участвовали другие представители других стран, но, во-первых, и у сторон были неоднозначные отношения к этим странам, и особо никто желания, честно говоря, не проявлял. Но, тем не менее, коллективные силы СНГ, юридически они были ответственны также перед Советом глав государств СНГ. То есть у Грузии изначально была возможность, как у члена этой организации, тем или иным способом влиять на миротворцев. Стороны оговорили зону ответственности миротворцев, и они, естественно, должны были осуществлять свои функции вместе с миссией ООН, с миссией военных наблюдателей ООН. Они совместно осуществляли патрулирование, но в отличие от ООНовцев, они были оснащены стрелковым вооружением и бронетехникой, чтобы у них была возможность в случае чего пресекать какие-то акты нарушения Московского соглашения, то есть режима прекращения огня. Поддерживать миротворческую операцию и оплачивать пребывание
какого-то контингента не все могли. Миротворчество, оно целиком и полностью лежало на России. Но решения, которыми руководствовались миротворцы, принимал Совет глав государств СНГ. Поэтому вот эти государства, которые не послали своих солдат для участия в миротворческой операции, решали, каким образом российским солдатам действовать на территории между Абхазией и Грузией. Ну, таково было положение, такого устав, они этого устава придерживались. Какова реальная ситуация и в какие этапы будут вводиться, размещаться миротворческие силы в Абхазии? Ситуация спокойная. Как я и говорил ранее, этапы, у нас два этапа. Первый этап, вот мы его начали и работаем сейчас. В течение сегодняшнего, завтрашнего дня должны прибыть подразделения, которые обеспечат связь и управление миротворческими силами. А вот осуществить вот последующие сутки, и мы планируем полностью к 26 июня развернуть операцию по поддержанию мира именно там, вот в зоне реки Ингури. Я занимаюсь сейчас рекогносцировкой районов размещения миротворческих сил, которые в самое ближайшее время здесь будут. Я могу перечислить. До 26-го полностью будет развернута операция по поддержанию мира здесь. 26-го? Да. Что вам мешает? Нам ничего не мешает. Никаких проблем. Передать туда, я это не допускаю, как было приказано сегодня, прибывает. Сухими докладывает, и завтра мы включаем. Западной зоны. Хотят столовые прямо для офицеров. Здесь можно взять. Да. Хотят, здесь можно. Нет, сейчас стоит. Телефон подписал. Саперный батальон, вот следующий. Вот это следующий. Да, Вот следующий. Да, можем быстро. Вот и прямо, и вот это вот. Надо будет станик. Понимаете, что это состояние, надо помогать, потихонечку ремонтировать, в контакте работать с главой администрации. Понял, да, не только заниматься, но и здесь помогать вот восстановлению, чтобы мы потом ушли, вот зашли, видите, в какую, а сдали в лучшем виде здесь в школу. Понятно, да? Нормально, да? Вот проблема. Свет есть, вода есть, да? Свет есть, вода есть. Так, и где мы сейчас? Вот здесь. Вот сюда. Ага, вот эта вот дорога в каком состоянии? Значит, эта дорога в отличном состоянии до границы. До границы, да? У тебя где вот зона ответственности полка? Значит, вот, начиная вот отсюда. И вот эту дорогу включаем? Да. Включая эту дорогу вдоль границы и вот до этого места. Вот до этого места. до изгиба дороги. Вот это изгиба дороги, да? Ему надо будет поставить задачу по ТАПу все вот эти дороги перекрыть, не дать возможность сюда подвозить. А здесь мы перекроем. Проблем нет. Я вижу, что особых проблем нет. Надо быстрее приходить, заняться. Нас освободить. Здравствуйте. День добрый. Вот. Так. Наконец-то встретились. Ты один тут, да? Нет. Значит, местные власти на той стороне. Я просто генерала Потапова проводил. У меня по плану сегодня нет. Мне позвонил Колесников, что вы меня ждете. Но это сбивает все мои планы. Понимаешь, нет? Поэтому простите, так? Нет, да? Тогда хорошо. Хорошо, мы с тобой встретились, так? Сейчас мы кое-какие вопросы обговорим, так? Я тебе расскажу дальнейшие действия. В курсе дела было. И с Богом, да? Хорошо. Значит, поездка в Гудовод сегодня отпадает. Да, да, конечно. Я с ним все решил.
Он задачу получил, осталось только выполнять и организовать взаимодействие. Мы будем способствовать выполнению. Спасибо. Эта сторона тоже, никаких проблем нет. Наконец-то начали мы разговаривать языком мира. Слава богу, да, языком мира, да, это лучше, чем языком Намного. пули и снаряды. Дай бог. Да, не дай бог. Мы должны способствовать возвращению, но заниматься возвращением мы не будем. Это дело Документация. вот этой комиссии и дело местной власти. Наше дело Да. безопасность возвращения. А вот обеспечить безопасность, да, и это возвращение способствовать, вот это мы обязаны сделать. Все правильно. И в кратчайшие сроки. Очень сложно с минной обстановкой. Поэтому я бы просил, вот вместе с ним, саперный батальон у меня придет сюда. Но сплошного разминирования я сделать не могу, у меня нет таких сил. Мы проверим прежде всего места размещения личного состава нашего, командных пунктов, маршрутов патрулирования, наблюдательных постов и так далее. Поэтому я просил бы, вы дайте команду, чтобы надо будет И с нашей стороны. да, с вашей стороны мины снять. Вот. Все сведения. Сведения все достоверные на стол. Воевать больше не будем, это точно. Я знаю, министр обороны уже дал такую команду и Да. готовится группа. Поэтому вот такая просьба отнестись к этому крайне серьезно. Обязательно. Так, какие у тебя проблемы ко мне? Никак не сядем за стол. Ну, я думаю, придет время. Это главная проблема. Придет время. Все вместе. Да, все вместе, да. Одними ползаем. Мир за дружбу. Да, это надо сделать. Я думаю, в ближайшее время сделаем. Мы сейчас были в Зугдыдах, видели, сколько беженцев, с каким желанием они вот смотрят на нашу работу. Ну, это естественно. Здесь дом, здесь кровь. Здесь он жил, родился. Ну, а как же иначе-то? Куда его выгонишь-то отсюда? Поэтому я, говорю, вот разговаривал я здесь, в Гале. Проблем нет. Единственное, встанут проблемы, и это надо понимать. Те, кто, ну, Я думаю, это поэтапно. воевал, решается. да. После размещения войск мы будем готовы рассмотреть вопросы, связанные с возобновлением работы транспортных коммуникаций, связывающих Россию с республиками Закавказья. И в целом мы надеемся на изменение экономической политики России в отношении Абхазии, население которой испытало на себе все тяготы войны. Официальный ввод миротворческих сил в Абхазию состоялся ранее оговоренных сроков – 21 июня 1994 года. В республику прибыли первые подразделения миротворцев. В течение недели вошло 1800 человек. Это 3 батальона, которые были расположены на территории Абхазии и 1 на территории Зугдидского района Грузии. С началом ввода в зону конфликта коллективных сил было осуществлено разъединение вооруженных формирований конфликтующих сторон. Образованы зоны безопасности и ограничения вооружений. Это помогло остановить кровопролитие. Также были созданы необходимые условия для политического диалога между сторонами. Мы ждали от миротворцев, которые войдут сюда, что наведут какой-то определенный порядок, окажут содействие. Около 70 километров границы после окончания войны охраняли бывшие военнослужащие абхазской армии. Это резервисты. Туда ввели определенное количество бронетехники, автомобильной техники, инженерной техники и начали размещать на территории, в первую очередь, это Гальского района. В зону безопасности не только попадал Гальский район, но попадал и частично и Парчалский район. Территория, вот, которую должны были обеспечивать безопасность, она около 3000 квадратных километров была с двух сторон. Главный штаб находился в городе Сухум. 21 октября 1994 года главы государств, участников Содружества, утвердили мандат на проведение операций по поддержанию мира в зоне грузино-абхазского конфликта. Срок действия мандата мог быть продлен решением Совета глав государств СНГ. Устав Совета Содружества позволял проводить вопросы, связанные с коллективной безопасностью. Для этого выделялись миротворческие силы, вспоминает Сократ Джинджолия. Главная задача это была, конечно, разведение войск, так сказать, обеспечение
мира, недопущение возобновления боевых действий. И вторая задача, которая была им поставлена, это создание условий для возвращения беженцев. Не возвращение само беженцев, заниматься возвращением, а обеспечение условий. Вот зона безопасности – это непосредственная территория деятельности коллективных сил СНГ и военных наблюдателей. Там запрещалось нахождение вооруженных сил сторон, за исключением правоохранительных структур. Вот. А что касается зоны ограничения вооружений, то там запрещалось нахождение тяжелой военной техники. Определялись калибры, бронетехнику нельзя было иметь сторонам. И, в общем, эта территория охватывала по 40 километров с обеих сторон. Тут ровно ту территорию, чтобы не было возможности использовать артиллерию, имевшуюся. Практически с 1994 года по 1998 год в неделю, в 10 дней один раз проводились с грузинской стороной какие-то диверсионные акты, обстрелы постов миротворческих сил, обстрелы, диверсионные акты против сотрудников милиции, но количество, конечно, сократилось в разы. Миротворческие силы проводили работы по зачистке территории от взрывчатых веществ. Почему нужно было проводить? Потому что начали подрываться бронетехника, начали подрываться автомобильная техника. Когда грузинская сторона уходила с этой части, хотя там боевых действий вот в Гальском районе практически не было, но при всем том они оставили очень большое количество взрывчатых веществ, которые потом давали вот такой результат. Командующим коллективными силами по поддержанию мира в зоне грузино-абхазского конфликта, основываясь на решении глав государств-участников СНГ, был назначен генерал-майор Василий Якушев. Буквально через год несения службы в регионе, общаясь с абхазскими журналистами, генерал-майор, подводя итоги работы, отметил: мы сделали, согласно нашего мандата, так, что в зоне нет тяжелой техники и вооружения. За исключением личного оружия милиции, которая несет службу. Что в Гальском районе, что в Зуглицком районе. Но на уровне этих итогов не решен политический вопрос. Но это уже не наша прерогатива. Это прерогатива четырехсторонней комиссии, которая периодически заседает в Минске, в Москве, в Женеве, в других местах. Мы свои функции выполняем, еще раз подчеркиваю, и будем выполнять, пока наше правительство не примет какого-то, допустим, другого решения. Согласно мандату, миротворческие силы периодически производили патрулирование Кадорского ущелья, часть которого не контролировалась абхазскими властями. Любой военный может знать, что Кадорское ущелье очень большое стратегическое значение имеет. Потому что это, что это войска находятся в тылу у нас. В любых условиях должны они быть выведены, потому что есть соглашение, подписано, в 4-м пункте написано, что все вооруженные подразделения должны покинуть за территорию Абхазии. То, что не хотят делать грузинская сторона. Или полиция там, или чего-то. Сейчас не главное закрывать, я не переживал. Я сейчас объясню вам, что дала дорога там. Зашли там, и в виде абхазской полиции в Гале зашли, и что сделали за 2 дня? 90 домов сожгли, и 8 женщин износили. Значит, я тебе скажу, это неправда все. Посты убрали, убрали посты, ваши посты убрали. За Цибильдой, да? Ну, я не знаю, что за Цибильдой, это за Цибильдой. Тебе не мешают сами, да. Значит, вы сделали дорогу, дальше что? Да. Дальше что? Когда восстановится до конца, это, допустим, мирно мы увидим, что это в мире, я выведу свои подразделения отсюда, и вы как народ жили, и когда уже наладятся связи с правительством, с администрацией. И тогда вы войдете, правильно? Значит, сейчас не вообще не надо. Почему? Должна быть власть, подчиненная властью, который должен жить народ вот этот, который сейчас. Почему местных людей не избрать властью? Здесь местных не избрать властью. Это уже решает народ, но нет же не решает. Разговоры есть, я там войти полицию, представитель власти, здесь же... Ну мы с тобой это не решаем. Ну, Зар, это было при царе-батюшке. Он посадил Ермолова сюда. Дорога тебе ничего не дает. А что? Можешь ты ее разрушить. Я тебя сейчас сам разрушу.
Ну что на тебе физически дать, когда у меня самолет и вертолет? Что мне тебе дает? Самолеты у меня... Пускай разработчики поработают, пускай проходят, посмотрят. У нас офицер бегал со Старого Востока. Офицер всю жизнь отслужился. Я всю жизнь служил. Но мы же еще с тобой кроме знали речь. Другие, третьи, как мы жили. Наоборот, мы его с ним должны помочь. Вот этим ребятам помочь. Они свою выполняют чисто служебные обязанности. Я вам сказал, что по бесплатной дороге будут стоять посты. Если вы хотите чувствовать там безопасность и так далее, я не против, что в составе ваших и наших постов будут стоять ваши люди. Я не против. Наблюдатели, назовем их так, военные наблюдатели. Как они стоят сейчас на Ингур-мосту. Если вы начнете применять свои угрозы в дело, в другом месте взорвать дорогу или эту дорогу взорвать, я это буду расценивать как нападение на миротворческие силы с целью их блокировки в Кадорском ущелье, закрытия выхода и прервания всех коммуникаций для снабжения со всеми вытекающими последствиями. Гарри Купалба вспоминает, как после ввода миротворческих сил и размещения постов в Галском районе Абхазии командующий миротворческими силами с группой офицеров вылетал в верхнюю часть Кадорского ущелья и проводил встречи с военными. Так получилось, что где-то уже в сентябре месяце мы встречались, кроме тех, кто находился в верхней части Кадорского ущелья, прилетели туда с грузинской стороны. Это исполняющий обязанности тогда министра обороны и некоторые политики. Согласно документу вообще соглашения, конечно же, в первую очередь предусматривалось, что с Кадорского ущелья будут выведены все войсковые подразделения. И поэтому командующий миротворческими силами вылетел туда для того, чтобы разобраться, выводят они, не выводят они. Когда мы прилетели, я был в форме, правда, не было никаких опознавательных знаков, что я представитель абхазской стороны. Вот только вышли с вертолета, окружили командующего Якушева. И начинает говорить, вот абхазы такие, что они такие плохие, что вот чуть ли не всех грузин выгнали со своей территории. И я представился, сказал, давайте мы не будем проводить митинг, а переговорим, за столом переговоров будем определяться. Моментально риторика изменилась. Один из тех, кто реально отстаивал интересы грузинской стороны, подходит ко мне и тихо говорит, ты знаешь, говорит, это мы сказали вот для того, чтобы там камеры записали. На самом деле мы же с вами братья. На той территории, которая была подконтрольной грузинской стороне, на том этапе находилось более 1500 вооруженных людей. Конечно, вот во время встречи командующий миротворческими силами заявил о том, что необходимо этих людей вывести необходимо эту технику, которая там имелась, и вооружение, и что миротворческие силы в перспективе планируют развернуть, так же, как и в нижней части, какие-то посты миротворческих сил. С постами они не согласились на том этапе, а сказали, пожалуйста, так прилетайте, но мы никого выводить на данном этапе не будем. Это вот как бы первая такая встреча. Мы стоим в Латах 106-й у нас пост, и перед Клопчарами 107-й пост. От Лат мы периодически высылаем дозор, который спускается до Цибельды, просматривает местность, а этот поднимается сюда до Зема-Жар, до Саакена и опять спускается. Это примерно раз в неделю, так как в мандате записано, мы должны периодически патрулировать Кадорское ущелье. Кроме этого, мы вертолетами патрулируем Кадорское ущелье. Сложность его заключается в том, что, во-первых, вот здесь вот имеется перевал Хида, и он где-то вот с ноября, конец октября месяца, с мобильными снегопадами этот перевал закрывается. Ни машиной, ни чем там не проедешь. Ну, конечно, пешком человек везде может пройти. Жители, которые здесь живут, вот так вот я покажу до сюда. Жители, они практически оторваны
от мира сего. Абхазский пост, вот Атлант, вот здесь вот по речушке, Абхазский пост стоит в пределах 25 человек, несет постоянную там службу. Вот, поэтому обстановка там напряженная. Если убрать, допустим, наши посты, ну, во-первых, я бы не выполнил мандат. Вот. Во-вторых, это было бы чревато последствиями. Они бы просто-напросто перестреляли там друг друга и все. А так, когда между ними стоят наши посты, это создается своего рода буферную зону. Не те сюда не идут, не те туда не идут, а те у себя живут, эти у себя живут. Но миром это не назовешь. Грузинская сторона думала, что миротворцы, они будут выступать инструментом массового возвращения беженцев и восстановления юрисдикции Грузии на территории Абхазии. Абхазская сторона на это смотрела, что они будут решать первоочередную задачу – невозобновление широкомасштабной войны и создадут возможности для политического урегулирования конфликта, то есть путем переговоров. Вот. Естественно, разницы этих подходов стали проявляться изначально. В сентябре 1994 года грузинской стороной была предпринята первая попытка использовать миротворцев для массового возвращения в Абхазию беженцев. Проблема их возвращения носила достаточно острый характер. Значительная часть населения Абхазии была вооружена личным стрелковым оружием. Конечно, это могло превратить стихийное возвращение беженцев в массовые столкновения. I want to tell you that we have not yet completed the process. We are setting the procedures. Я хочу сообщить вам, что мы еще не завершили подготовительный процесс. Мы сейчас работаем над процедурой возвращения беженцев. So, what is taking place is automatic or spontaneous. То, что происходит сейчас на границе, это происходит спонтанно. То здесь стоят люди, чьих детей убили грузинские фашисты. И все они в один голос ходят. Если нужно, я поеду на Ингуре, встану и поведу с собой женщин, будем мы проверять, чтобы один сюда никто не пришел. Мы не можем. Вот вернулся. У меня единственный сын был. But we need to go ahead. We need to look ahead. Но теперь нам нужно смотреть в будущее. And that is why we all try to work together. That is why we have to survive despite all that. We have to survive in a condition like this. И поэтому нам нужно думать, как выжить в этой ситуации, как жить дальше. Если они не идут туда, будет война. Что война будет? Потому что у кого дети погибли, у кого что-то осталось, если стояли, молчали матеря, не брали автоматы в руки, поверьте, матери возьмут автомат. И им возврата нету. Сейчас действительно мирное время здесь. Действительно спокойно здесь. Но если вернутся те, поверьте, что матери тоже поднимутся, возьмут автомат. Война будет. Попытка вернуть так называемых грузинских беженцев – это новый виток заселения Абхазии. А кто был в грязи вешан? Все ушли. Я вас уверяю, что вопрос возврата беженцев, процедура, механизм и так далее, ничего это еще не отработано. Мы над этим сидим и работаем. Когда это будет отработано? Только тогда, когда мы почувствуем, что есть безопасные условия для возвращения беженцев. Только тогда мы будем об этом говорить. Я вас прошу понять это. Опять-таки, мы не занимаемся беженцами. Беженцами занимается четырехсторонняя комиссия. И я знаю, что там составляются списки. Мост вот сейчас будет восстанавливаться. И с той стороны будут стоять местные власти, которые будут заниматься осуществлением пропуска беженцев. Я вам всем официально заявляю, что на территории, где стоят посты миротворческих сил, которые я возглавляю, ни одного перехода не было по этим постам.
Согласно договоренностям, присутствие миротворцев на территории Галского района должно было способствовать успокоению ситуации, ведь одной из задач миротворческой миссии КСПМ СНГ на территории Абхазии было создание условий для возвращения беженцев, чтобы прибывающие не встречали здесь враждебного к себе отношения. Сюда прибыл заместитель министра обороны России Кондратьев, генерал Кондратьев. И, значит, как потом стало ясно, он вынашивал идею о каком-то единовременном возвращении беженцев в каком-то большом количестве. Стало известно это Владиславу Григорьевичу, правительству Абхазии. Владислав Григорьевич, значит, поручил мне, значит, поехать туда, в Гали, и встретиться с генералом Кондратьевым. И я его спросил, а кто вам такое поручение дал? Он сказал, что президент Ельцин. Я говорю, что президент Ельцин непосредственно вам, значит, приказал обеспечить возвращение беженцев. Он говорит, нет, через Грачева. А Грачев министр обороны был. Я говорю, приказ у вас есть, покажите приказ. Он говорит, нет приказа. Ну, я говорю, устно он вам дал, он не откажется. А вы будете виноваты в том, что прольется кровь, возобновятся боевые действия. И миротворцы вместо того, чтобы, так сказать, обеспечить сохранение мира, станут поджигателями войны. И вы будете отвечать. Пока мы эту беседу вели, позвонил ему Грачев. Видимо, Владислав Григорьевич где-то до него дошел, значит, дозвонился до него. И он позвонил, связь была громкая, мне просто неудобно было слушать то, что говорил Грачев этому, значит, генералу. Сказал, он ему говорит, кто тебе это поручил? Ты что, с ума сошел? Ты для чего туда прибыл? Миротворцы занимаются, они выполняют свой мандат, а ты им, значит, хочешь, значит, устроить там бойню? Значит. И, в общем, размяк этот генерал. Вертолетом прилетели сюда в Сухум, он был уже, что называется, так сказать, полностью расстроен, огорчен. Представляю, что человеку действительно приказали. Конечно, он откровенно признался во всем. Было, поручение было. Видимо, какие-то обязательства Грачев дал грузинской стороне, и для того, чтобы он прислал сюда этого своего заместителя, для того, чтобы выполнить это обещание, и отыгрались на этом человеке. Когда стало известно о том, что вот такой процесс намеревается провести, значит, такую акцию намеревается провести заместитель министра обороны России Кондратьев в Гальском районе, туда вот резервисты из Восточной Абхазии, резервисты уже собрались все. И к моменту моего приезда туда вот эта масса резервистов, я не могу назвать какой, но очень большое количество резервистов стояли с миротворцами возле их техники. На второй день буквально приехал Грачев, встреча была в Новом Афоне, Владислав Григорьевич туда повез, и там Грачев встретился с Кондратьевым, нелицеприятный был разговор, так вели себя, как будто Кондратьев это выдумал. Существование договоренности между Россией и Грузией о возвращении грузинских беженцев в Абхазию фактически подтвердил Павел Грачев. Он заявил Интерфаксу, что начало операции было назначено на 14-15 сентября, и российская армия к этим действиям была готова. Подвела грузинская сторона. К 10 она должна была подготовить первую партию беженцев к возвращению, но не справились по непонятным причинам, отметил Грачев. 16 сентября 1994-го «Коммерсант» писал о прибытии в Гудауту Эдуарда Шеварднадзе вслед за министром обороны Павлом Грачевым. В этот же день в Новом Афоне состоялась их встреча с Владиславом Ардзинбо. Чтобы окончательно уладить конфликт, 19 сентября в Сочи президент России провел встречу с главами Грузии и Абхазии. «Коммерсант» предположил, что единственной стороной, выигравшей в результате обострения конфликта 14-15 сентября, оказалась Абхазия. Далее цитата. Заявление ее главы Владислава Ардзинбо о том, что Сухуми позволит вернуться в октябре ориентировочно лишь 300 грузинским беженцам, свидетельствует об уверенности Сухуми в своей силе. Конец цитаты.
велико желание Грузии руками миротворцев СНГ решить свои политические проблемы. Это замечательная мысль — заставить других таскать каштаны из огня. Но я думаю, что решать эту проблему надо не на путем того, чтобы вынуждать миротворцев решать несвойственные им задачи, а на проблеме путях политического урегулирования. Надо для этого искать компромиссы, решать эти проблемы. К сожалению, руководство Грузии вот этого как раз не желает. Но что касается миротворцев, я глубоко убежден в том, что несмотря на вот все эти заявления и решения, прекрасно руководители Грузии прекрасно понимают, насколько им выгодно проведение миротворческой операции России. Другое дело, что вся эта шумиха затеяна с одной определенной целью – заставить миротворческие силы, заставить руководство соответствующих стран действовать в интересах Грузии. Насколько я понимаю, это просто невозможно. Я думаю, мы выступаем за продолжение миротворческой операции России. Вот. Я думаю, что если грузинская сторона не будет пытаться использовать проведение этой операции в своих политических целях, то если мы будем сотрудничать с миротворцами более активно, помогать им, то они как раз со своей задачей нормально справляются, и у нас таких претензий к миротворцам нет. А стремление Грузии использовать какие-то особые силы, которые будут действовать в интересах Грузии, это вообще нереально, да, нереально, и вряд ли абхазская сторона пойдет на то, чтобы кого-то приводить для того, чтобы они в интересах Грузии здесь действовали. Это просто наивные представления. Эта попытка нарушала соглашение о возвращении беженцев, потому что в нем был расписан соответствующий поэтапный механизм. Предполагалось создание социально-экономических условий, условий безопасности, обязательное соблюдение абхазского законодательства и так далее. Парламент Республики Абхазия выступил с заявлением. Резкое осложнение обстановки в Абхазии вызвали намечавшиеся на 30 сентября 1995 года учения миротворческих сил в Галском районе с передислокацией на территорию Абхазии батальона, личный состав которого состоит из граждан Грузии, большинство которых составляют лица грузинской национальности. Вслед за батальоном в Галский район должны были вступить грузинские милицейские подразделения. Эти действия по времени совпали с заявлением главы Грузии Эдуарда Шеварднадзе о том, что проблема Галского района будет решена в ближайшие дни и на него распространится юрисдикция Республики Грузия. Необходимо отметить, что в последнее время подвергаются ревизии, достигнутые в ходе двухлетних абхазо-грузинских переговоров под эгидой ООН при посредничестве России с участием ОБСЕ соглашения, в которых заложены основные принципы будущих взаимоотношений между Абхазией и Грузией. Настораживает, что недавние Тбилисские соглашения были заключены, несмотря на то, что договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и Грузией от 3 февраля 1994 года не ратифицирован. Буквально через год после сентябрьских событий 1994-го грузинской стороной вновь была предпринята попытка использовать миротворцев для массового возвращения в Абхазию беженцев. Штаб миротворческих сил по урегулированию грузино-абхазского конфликта в тот период возглавлял генерал Павел Куземчак. В функции начальника штаба входило, к примеру, представление командующему выводов из оценки военно-политической, оперативной обстановки в зоне конфликта и предложений о применении КСПМ, докладов о ходе выполнения задач, участие в организации переговоров, официальных встреч и других мероприятий в интересах урегулирования конфликта и так далее. Представитель штаба сухопутных войск России Соколов прибыл с определенными полномочиями. Ну и так, как будто бы из-под, а как вы смотрите на это, как вы смотрите на это, почему я поясняю этот вопрос, потому что командующий, который был на должности Якушев, он убыл в 3-месячный отпуск. Ну и остался я, собственно, один на должности, как исполняющий обязанности.
пришлось принимать те решения, которые возлегли на плечи, в соответствии с мандатом. Вот, когда прибыл Соколов, сказал, давайте будем решать. Ну, первый как-то мы сгасили немножко эту всю прихоть. Началось с того, что давайте будем составлять учения на территории в районе соприкосновения. На Ингуре с одной стороны, с другой стороны, это там по более чем 10 километров вдоль всего от Ингурской ГЭС до Черного моря. Вот давай. Но мы убедили, я со своими офицерами, два начальника оперативного отдела, что это неправильно, и это не может так быть. И мы на двух территориях проводить учения. Как их проводить учения? С боевой стрельбой, без боевой стрельбы. Что это такое? Что означает? Давайте замысел. Кто будет замысел? Чей замысел? Кто замысел? Ну вот, команда сверху. Блокировать абхазские подразделения, блокировать на территории Абхазии и на этих блокирующих подразделениях ввести автобусы с этими людьми, которых называли беженцы и так далее. Кто пеший, кто на тракторе, кто на повозках, то все должны были перемещаться в эту сторону через Ингур в Абхазию. Мы это объясняли, что это идет к новому витку кровопролитной войны. Павел Куземчак отказался выполнить приказ министра обороны России Павла Грачева беспрепятственно пропустить грузинские войска на территорию Абхазии. За невыполнение приказа он был разжалован и лишен пенсии. Я руководствуюсь мандатом, и это недопустимо так, как они хотят. Но Грачев насильно давайте выполняйте приказ. Ну, так получилось, что не пришли мы ни к какому знаменателю. Я в свой адрес выслушал довольно грубые высказывания, оскорбления. Вот, что я подчиняюсь министру, я являюсь генералом российской армии. Я подтвердил, да, я таковым есть, но в данном случае, в данной ситуации я должен строиться только мандатом. У нас имеется линия соприкосновения двух сторон. Да. Линия разграничения. Есть нейтральная сторона, есть зона безопасности, где оружие нельзя даже иметь. Но как туда мы могли заводить людей с оружием? Если мы сами с этим боремся и сами заходим туда, разрешаем кому-то завести с оружием. Это было абсурдно. Все. После неоднократных встреч и переговоров о ходе выполнения Московского соглашения 1994 года абхазская сторона информировала командование об имевших место нарушениях. В одном из пунктов мандата о миротворцах КСПМ СНГ было обозначено совместное патрулирование с миссией ООН по наблюдению в Грузии. Позже в мандат включили пункт о праве абхазской стороны принимать участие в инспекционных поездках на территорию Грузии. Грузинская сторона, в свою очередь, также имела возможность контролировать территорию Абхазии. Так получилось, что вот мы выезжали и в Зугдидский район, в места дислокации грузинских каких-то подразделений, как мы считали, что они незаконно находятся на этой территории. Ту нашу информацию, о которой мы говорили с миротворцами, мы имели возможность совместно проконтролировать. Вот я несколько раз бывал вместе обратно-таки с командующими миротворческими силами на территории Зугдидского района. Чаще всего в этих подразделениях, в которых находились, по нашим данным, вооруженное формирование. Конечно, перед тем, как мы туда приезжали, убирали с оружия, там никакого оружия как будто и не было, но при всем том нарушение соглашения, конечно, было, и неоднократное нарушение. Трудно их назвать или незаконными формированиями. Это люди, которые, наверное, потеряли родственников своих, потеряли дома, все добро, которое они создавали в течение всей жизни, они все это потеряли, поэтому, наверное, какие-то меры применяют какие-то меры. Ну, сейчас мы сегодня об этом тоже говорили на этом совещании. Значит,
Создается схема для совместной работы, план совместной работы, четырехсторонний план. В любом случае, если не будет в этом участвовать Организация Объединенных Наций, то миротворческие силы России, значит, абхазская сторона и грузинская сторона в этом обязательно мероприятии будут участвовать. И мы ожидаем, что после принятия мер, заложенных в этом плане, мы получим, конечно, определенный положительный результат. Я думаю, что если не будет совместной работы, то любая попытка вот этих переговоров внести какие-то изменения в положительную сторону не будет иметь смысла. После обращения от абхазского руководства о различных нарушениях соглашения 1994 года командование КСПМ СНГ могло составить документ, направить его к Совету глав Содружества СНГ. Мы должны понимать, что миротворцы не пограничники. На той стороне находились грузины, на этой стороне абхазы. Они по мандату должны были обеспечивать их встречи, обеспечивать переход этой границы совершенно свободно, ведь границу государственной считали мы, но границу эту другие считали административной. Административную границу закрывать не следовало, поэтому, значит, они, наоборот, способствовали встречам, способствовали, значит, взаимному проникновению этих сторон. И это была задача поставлена такая, и они ее старались выполнить, должны были это выполнять, это мы понимали. Оружие тогда гуляло там в большом количестве, среди диверсантов. Они могли не через мост обязательно, значит, они должны были переходить, а через речку. Там во многих местах можно было перейти вброд реку и, значит, постепенно накапливать какие-то силы. Мы знаем, что Гальский район вообще был такой территорией деятельности, поощряемых с грузинской стороны незаконных вооруженных формирований. Все знали, и ООНовцы знали, и миротворцы знали, что эти действия этих незаконных вооруженных формирований, они управляются извне, со стороны Грузии. Мы знаем, что несколько десятков миротворцев погибло на этой территории. Да, были случаи подрыва ООНовских автомобилей, было нападение на вертолет, когда погибли военные наблюдатели. Но вы можете поднять документы, никогда осуждения Грузии за поддержку террористической деятельности не было. Гальская зона – это больное место не только в деятельности миротворческих сил, но и, наверное, больное место в Абхазии. И больное, но тем, что много очень в последнее время, много актов, именно террористических актов, в результате которых погибают люди. Кто эти террористические акты совершает? Или это переходит с грузинской стороны, боевики, которые совершают. Или это те, которые остались здесь и живут здесь с оружием. Ну, оружие спрятать это не проблема. Или же это люди, которые наемники специально стараются дестабилизировать обстановку. Трудно говорить. Я знаю достоверно одно, что абхазская сторона ведет целенаправленную работу по ликвидации вот таких вот групп. И я со своей стороны оказываю всяческую помощь в этом. Потому что вот этот терроризм, я иначе не назову в последнее время, который разразил в Гальском районе с гибелью людей, то 8 человек расстреляли в автобусе, то 4 человек с гранатомета расстреляли машину, погибли люди, то 4 милиционеров убили то же самое, то поранили 4 милиционеров. И в это же число попадают и мои 2 офицера, которые погибли. Поэтому для меня, как для командующего миротворческими силами в этом районе, не безразлично, вот, что у меня в тылу будут находиться такие вот, я их называю, бандформирования. И мы согласованно действуем с абхазской стороной в этом вопросе вот, по ликвидации этих бандформирований. А в то же самое время результаты этой операции были бы значительно большими, если бы другая сторона, именно грузинская сторона, предприняла бы все необходимые меры
по прекращению террористической деятельности. И если вы ознакомитесь с оценкой миротворческой операции командующим миротворческих войск, то вы увидите, что вопрос как раз о террористической диверсионной деятельности там ему уделено очень важное значение, как одна из акций и действий, которые препятствуют более успешному решению тех проблем, которые стоят перед миротворцами. На территории Галского района регулярно проводились диверсионные акты против миротворцев. Минировалась дорога, на минах подрывались как военнослужащие миротворческих сил, так и мирные жители. Миротворцы пытались локализовать действия диверсионных групп. Сам вот этот совет глав государств СНГ сам тоже принимал какие-то решения, иногда не совсем понятные. Однажды они в 1997 году, по-моему, приняли постановление о расширении зоны безопасности до реки Галицкой. Но это, вы знаете, во-первых, никак не вязалось с реальностью. Во-первых, потому что для того, чтобы расширить зону безопасности, нужно было новое согласование между сторонами. И к нам приезжал сюда Березовский, заместитель секретаря Совета Безопасности, он был тогда. И он, значит, на вопрос журналиста где-то там в России, каким образом произойдет расширение, он признал, что это, значит, не соответствует тому решению, которое было заключено между сторонами, но раз оно принято, оно должно быть выполнено. Он буквально так сказал. И вот когда он прибыл, у нас встреча была с ним в парламенте, я просто спросил, он сразу сказал: не надо меня цитировать, остановил меня. Значит, я говорю, это же вы сказали, а как мы же не согласны, что вы с нами будете делать? Ну, вопрос этот просто замяли и просто остался невыполненным, но ведь запись в решении Совета глав государств такая была, она осталась, есть.